Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: какая встреча, какое свидание произойдут до конца месяца? С кем будете встречаться, с кем на свидание пойдете, с кем будете знакомиться? Сейчас мы все посмотрим, сейчас мы все узнаем. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте свой срок до конца месяца. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О, посмотрите, какой здесь мужчина на коне. Ух ты. Слушайте, а интенсивная у вас тут жизнь намечается. Так, начнем мы с этого мужчины на этом прекрасном коне. Девочки, мужчина очень классный, красиво одетый, дорого одетый, весь такой напарфюменный, напомаженный, стильный, ухоженный. Да? Машина у него хорошая. Девочки, машина, мотоцикл, лодка, может быть, да, если вы живете там на море, на реках. Просто прекрасно. Мужчина загляденье, как с картинки, вот как с журнала. Да? Вы аж ахнете, скажете: ну надо же, красавчик, фигура очень хорошая у мужчины. Но есть одна проблемка. Мужчина, скорее всего, не свободный, потому что над этим мужчиной тень какой-то женщины. Либо он женат, либо у него там девушка есть, либо у него мама, которая полностью контролирует его жизнь. Это, конечно, не очень. Но, тем не менее, вам не стоит отказываться от этого знакомства. Вам не стоит отказываться от общения с этим человеком. Хороший человек, хороший, но немножко не свободный, либо не до конца свободный. Девочки, знакомимся, общаемся. Поверьте, не сейчас, но в будущем что-то из этого знакомства может и выйти. Пусть там не отношения, но хорошая дружба. Да? Может быть, помочь он вам сможет, решить какую-то вашу проблему, помочь в какой-то ситуации. А у кого-то даже и правда отыграется, что он там разведется, либо эту девушку в отставку отправит и свяжет свою судьбу вместе с вами. То есть мужчина мне нравится, мужчина симпатичный, да и вам он очень понравится. Вам понравится таких ухоженных, таких красивых. Ну, либо мало у вас было, либо вовсе не было. Прям такой весь из себя, представительный. Так, идем дальше. Здесь человек на букву «Д». Имя, фамилия, должность, не знаю, там профессия, у каждого по-своему отыграется. Но человек большая умница, у человека очень большая голова, то есть человек очень много всего знает. Здесь проигрывается больше какая-то профессиональная сфера. Может быть, этот мужчина, не знаю, там, юрист, может быть, доктор, может быть, я не знаю, там, преподаватель, чего бы то ни было. Вот, а с этим человеком вы не просто познакомитесь, мне вообще кажется, что вы уже знакомы. Может быть, знакомы, но как-то поверхностно, да, близко не общались. У вас с этим человеком идут какие-то вопросы, которые вы будете совместно решать. Либо вы, может быть, будете обращаться со своими вопросами, этот человек вам будет помогать их решить. Ну, либо, как бы, да, действительно, какое-то дело там, и вы заинтересованы, и этот человек заинтересован. Этот человек произведет на вас неизгладимое впечатление остротой ума, деликатностью, хорошими манерами, логическими связями. То есть очень многому вы у этого человека научитесь, прям под впечатлением будете находиться. Человек, который способен на действительно передачу, доступную передачу своих знаний. Вы очень много будете заимствовать у этого человека, да, перенимать, может, даже манеру общения переймете. Это большой плюс для вас, очень большой плюс. Если вы, например, искали какого-то супер-бупер профессионала для решения своей проблемы, своей ситуации, то обращайте людей с инициалами на букву «Д», имя либо фамилия.
От такого человека вы действительно получите и помощь, и профессиональную консультацию. Так, здесь две женщины, с которыми вы давно не виделись. Вы как раз, либо их сразу двоих встретите, либо будет назначена встреча, где будет и одна, и вторая. Женщины, сплетницы, женщины, такие, знаете, квочки, у которых ничего интересного не происходит, и жизни у них такие прям пресные, однотипные, но при этом они прям любят такие там, грязное белье, острые моменты, там, всякие сплетни. Да. Вы давно их не видели, а при этой встрече вы как-то другими глазами на них посмотрите. Вам будет неинтересно. Вы поймете, что вы уже от этого отошли, что вас не интересует чужое грязное белье, вас не впечатляют чужие там, любовные романы, там, измены и прочее, прочее. Знаете, так скажете, зря я с вами общаюсь, да? Зря я на вас время потратила. Да, я не такая, как вы, и мне с вами некомфортно и очень неинтересно. Когда же разочаруетесь в этих женщинах. Так, еще идет встреча с кем-то из родственников. Здесь, скорее всего, либо к вам приедут, либо вы к ним поедете. И еще не исключено, что какие-то посылки, передачки. То ли вы будете отправлять, то ли вы будете получать. Немножко нервотрепка идет. Связана либо с дорогой самой по себе, да, дорога приехать, доехать, уехать, либо с вот этими вот посылками, передачками. Если честно, вы все разные, я не могу понять, что конкретно произойдет, но вот именно напряжение чувствуется. Не ругайтесь со своими родственниками и не позволяйте, чтобы ругали вас. То, что есть всякие форс-мажоры, извините, вы на это не подписывались, и повлиять вы на это не можете. И то же самое объясните своим родственникам. Опять же, может быть, вам что-то пришлют, а вам это не нужно. Да? Либо вы что-то отправите, а вам так и скажут, зачем ты мне это прислала, да, что мне с этим делать. Не надо обижаться, не надо обижаться. Да? Принимайте с благодарностью. Либо если вам там что-то высказывают, не обращайте на это внимания. Все бывает. Главное, что вы родственники, главное, что вы есть друг у друга, главное, что вы друг друга любите. Так, следующий момент. Встреча с прошлым. Встреча с прошлым, причем достаточно острая встреча. Тут обмен колкостями, обмен какими-то, скажем так, оскорблениями. Именно обмен. Слово за слово, понимаете, так у вас идет. Я так понимаю, что это какой-то ваш бывший прошлый, который не смог смириться с тем, что вы расстались. Либо человек, который вас действительно в прошлом очень сильно обидел. Вот вы с этим человеком встречаетесь, обмениваетесь мнениями, взглядами друг на друга, да, и расходитесь дальше. Немножко вам подпортит настроение. С одной стороны, с другой стороны, будет выглядеть либо очень болезненным, либо каким-то затасканным, я не знаю, уставшим, истрепавшимся. Так и скажете: молодец, молодец, добегался, догулялся, либо допился. У кого как отыграется. То есть выглядеть он будет неважно, очень неважно. А его прям очень разозлит, что вы хорошо выглядите, что вы красивая, что вы аккуратная, что вы прям аж светитесь, да, вот от вас какое-то свечение исходит. Глаза у вас такие вот излучают свечение. Вот, и так ему станет обидно, так ему станет противно, что у вас все хорошо, а у него все плохо, что он даже не выдержит, и что-то прям такое, знаете, съязвит в вашу сторону. Вы, конечно же, ему ответите. Такая небольшая перепалка, и, как говорится, дальше разошлись. Так, еще, девочки, кто, например, был в браке, и ваш бывший, он алименщик. Скорее всего, этот бывший придет именно в дом, наберется такой наглости, смелости, придет к вам в дом, типа с какими-то подарками, скажет: вот я алименты привез, еще там типа вот подарки, там детям что-то привез. Прям такая наглость, вы такая скажете: ничего себе, да, как ты посмел, вообще, что происходит, зачем ты в дом лезешь? Вас очень, кстати, удивит его такое появление, и не просто появление, а даже проявление в вашу сторону, как будто бы он имеет право на что-то. Значит, девочки, он закидывает удочку. Закидывает в прямом смысле слова удочку. Вот наконец-таки до него начало доходить, что вы, дети, да вообще ваша семья были самым лучшим, что было в его жизни. И ему очень хочется все вернуть вспять. Не просто вот взять и вернуть, а так, чтобы вот стереть весь негатив, который между вами произошел.
Почему-то ему кажется, либо ему кто-то сказал, что время лечит. Может быть, он вот таким, немножко нагловатым образом проверяет, да? А вдруг вы все забыли, а вдруг вы вылечились. Но у вас это прям покоробит, да, такая фамильярность, такое наглое отношение, да, оно вас покоробит. Но вы, пожалуйста, там не гоните его сильно. Подарочки, конечно же, примите, потому что они вам пригодятся. Ну и денежки тоже возьмите. Вот. Ну а ему взглядом можете указать, да, что красноречивым взглядом, да, что он вам по-прежнему не интересен. Но он такой, он прям может, знаете, там накинуться на вас, там типа обнимать, целовать, там привет, как дела, вы такая в шоке, ну ничего себе. Да, будет удочку закидывать. Так, следующий момент. Здесь очень необычный человек, но в ваших глазах это как инопланетянин какой-то, да, очень не похожий на вас, не похожий на всех тех, с кем вы там общаетесь, знакомы. Очень такая маргинальная личность. И деятельность у этого человека тоже какая-то необычная, либо профессия необычная. Вы сначала немножечко так сторониться будете, скажете, ой нет, это экзотика для меня, я не люблю экзотику, не надо. А потом чуть-чуть так пообщаетесь, понаблюдайте за этим человеком. И вы знаете, вам этот человек покажется очень симпатичный, очень интересный. И вы прям так разобщаетесь с этим человеком, разнакомитесь с этим человеком. То есть очень какой-то необычный, либо мужчина, либо женщина, да, необычной внешности, необычного характера и необычного рода деятельности. Вот такой знакомый у вас совсем скоро появится. И знаете, это очень хорошее событие, очень хорошее. Я не могу сказать, что вы прям там задружитесь, либо начнете отношения, но знакомство это очень приятное и в какой-то даже степени выгодное. Пусть не сейчас, но в будущем, возможно, да, какая-то даже будет выгода от того, что вы с этим человеком познакомились. Так, ключ у вас вышел. Ключ, причем такой серьезный ключ с левой стороны. Кто-то для вас откроет какую-то секретную информацию, серьезную секретную информацию. У одних отыграется, что эта информация связана с вашим окружением, да, с людьми, которые вас окружают, то ли на работе, то ли по соседству, то ли в каком-то комьюнити. Да, вы узнаете какую-то важную информацию, какой-то важный секрет. А у кого-то из вас отыграется, что вы узнаете о чувствах каких-то людей, либо каких-то действиях людей по отношению к вам. Допустим, у вас день рождения скоро, и ваши коллеги хотят купить вам хороший подарок. Вот они собираются там за вашей спиной, шушукаются и обсуждают, что же ей такое подарить, чтобы она порадовалась. Вот. А вы видите эту картинку и думаете, они против меня, скорее всего, сговариваются. Но надо же, вот попало. Да, и вот кто-то вам скажет, ты знаешь, вот голову всю сломали, не знаем, что тебе подарить. Да, вот мы постоянно об этом говорим, никак придумать не можем. Облегчи нам ситуацию, подскажи, что ты хочешь получить на день рождения. Вы так и ахнете, скажете, ой, простите, ой, как неудобненько, а я-то думала, вы против меня что-то затеваете. Да, либо наоборот, люди действительно что-то накосячили, что-то наделали, какую-то ошибку совершили, либо какой-то подвох сделали. И, например, все стрелки на вас перевели. Вам предъявляют обвинения, а вы, как говорится, ни сном, ни духом. Еле выбрались из той ситуации. Прошло сколько-то там времени, и вот добрый человек вам сообщает. А ты знаешь, что вот именно эти люди вот тогда это совершили и тебя подставили. И вы в шоке, потому что с этими людьми вы вместе работаете, либо живете по соседству, либо в родственниках они у вас числятся. И вы им помогали, и в трудную минуту поддерживали, и всячески там морально поддерживали. Да? И шок, и ужас. Как же так? Как же так? Вот я глупая. Они меня подставили, под монастырь подвели, а я им всю душу и сердце отдавала. Понимаете, и так может быть. Вот какой-то человек вам раскрывает тайну, этот огромный ключ дает в руки. Информация, конечно, сногсшибательная. Либо в плюсовом значении, либо в минусовом. Вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Вот как-то так. Так, еще, девочки, интернет вам помощь. Кто общается в интернете? Кто недавно познакомился с кем-то в интернете? Человечек вас очень сильно удивит. У вас почему-то все как-то несерьезно к этому человеку, либо вы не рассматриваете этого человека, либо общаетесь так, знаете, типа время скоротать. Слушайте, а человек-то окажется непростой, очень непростой.
Удивит так удивит вас этот человек. Таких людей в вашем круге общения никогда не было. Человек почему-то не рассказывает правду до поры до времени. Либо человеку важно убедиться, что вы настоящая, что вы там не интернет-тролль. Да, вот как только убедится, он какую-то очень интересную информацию о себе скажет. Вы аж ахнете. Скажете, ну надо же. Вот это познакомилась. Как-то прям гордиться будете тем, что вы знакомы с этим человеком. Может, это какой-то популярный человек, знаменитый человек, уникальный человек. Ну, дай Бог, девочки, дай Бог, чтобы у вас тут с этим человеком все получилось. Просто вы еще не подозреваете, да? Даже не подозреваете, с кем вы будете общаться. А потом, как узнаете, как обалдеете, сама себе завидовать будете. Да, такая информация вышла. Так, и еще. Девушки, женщины, это не касается темы, но я вижу эти знаки, и я должна вам о них сказать. Здесь проблемы с гормонами, с гормональным фоном. Девочки, надо лечиться. Я понимаю, что вы все взрослые, и каждая сама за себя знает, но здесь даже песок, понимаете, песок показал, что у вас проблемы с гормональным фоном. Если вы ничего не кушаете, набираете вес, это проблема с гормональным фоном. Если у вас болезненные длительные критические дни, это проблема с гормональным фоном. Если у вас проблемы с ростом, либо, ну, допустим, да, обильно растут, либо вовсе не растут и выпадают волосы, это тоже проблема с гормональным фоном. Здесь вам нужно обязательно проверяться. Здесь вам нужно что-то употреблять, может быть, какие-то синтетические гормоны, может быть, поменять питание, может быть, какие-то БАДы принимать, что-то надо делать, понимаете? У вас ситуация почему-то прям, знаете, как усугубляется, и ну, тут реально уже по дням идет, по дням. Какое-то нарушение произошло, либо сбился ваш гормональный фон. Вам без помощи специалиста, доктора-гинеколога, да, эндокринолога не справиться. Пожалуйста, найдите время, займитесь своим здоровьем, своим женским здоровьем. Я не могу вам всего сказать, что я вижу, потому что абсолютно разные люди сюда пришли. И молодые девочки, и уже взрослые женщины. Но у кого-то прям проблема. И проблема очень серьезная. Вот. У вас должно быть как часы, понимаете, вот в календарике себе отмечено, да, раз в полгода обязательный осмотр у гинеколога-эндокринолога. Обязательно сдавать все анализы. Найдите время, выделите время. Это ваше здоровье, это ваше самочувствие, это ваше настроение. Займитесь, пожалуйста, этим вопросом. Прям уже кричит песок, вот, проблемы с гинекологией, проблемы с гормональным фоном. Надо, девочки, надо собой заниматься и надо лечиться. Здесь все поправимо. Поверьте, если вы избавитесь от этой проблемы, у вас качество жизни улучшится, у вас все улучшится. Вы другая станете, не такая нервная, либо не такая пассивная. Да? Вы станете самой собой, прекрасной, счастливой женщиной. Поэтому лечитесь, девочки, лечитесь. Ну, кроме шуток, я не шучу, я серьезно вам говорю. Здесь даже отсыпка, да, мы смотрим на новые знакомства, а тут показывают, да, какие новые знакомства, у тебя проблемы с гормонами. Да, поэтому надо лечиться, надо собой заниматься. Берегите, пожалуйста, себя, берегите свое здоровье. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.